Поговорим о праймерис партии «Единая Россия» прямо сейчас в программе «Интервью». Сегодня наш гость – это вице-спикер Государственного собрания Башкортостана, участник праймерис Эльвира Ринатовна Айткулова. Эльвира Ринатовна, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько сложная конкуренция, на ваш взгляд? Да, с каким настроем вы вступаете вот в эту жесткую борьбу? Расскажите о вашей программе. Вообще история с предварительным голосованием для нашей партии – это не новая история. Я участвовала в предварительном голосовании в 2018 году, когда были выборы в Государственное собрание Курултай Республики Башкортостан. Я считаю, что это такая демократичная история, когда партия выбирает уже из тех людей, которые предварительно о себе заявили, о своей программе. И поэтому, конечно, это, с одной стороны, вызов, с другой стороны, это возможность попробовать свои силы, скажем, на дальних подступах. Поэтому я вижу, что сегодня по моему округу зарегистрировалось очень много интересных молодых людей, опытных людей. И по списку партии я вижу очень достойных кандидатов. И поэтому, конечно, с одной стороны, мы все однопартийцы, мы все единомышленники, мы разделяем курс, который сегодня и президент России ведет, да, и в целом в стране у нас идет. Но, с другой стороны, действительно, мы вот в таком конкурентном сейчас поле. Но я надеюсь, что меня поддержат, потому что мой Белорецкий избирательный округ включает и Учелинский район, где я родилась и выросла, включает Белорецкий район, где я заканчивала Белорецкое педагогическое училище. Я очень благодарна этому учебному заведению. Включает Архангельский район, Иглинский район, где сегодня проживает моя мама и долгие годы работала в школе. И включает также Октябрьский, Калининский районы города Уфы. Ну, в общем-то, в Уфе я вот уже много лет живу и работаю. Поэтому думаю, что меня поддержат и потому, что достаточно долго работаю в региональном парламенте. У меня уже есть о чем рассказать, есть конкретно реализованные проекты. И, конечно, моя основная программа – это масштабировать все то, что сегодня есть у нас в регионе, интересное, классное, на федеральном уровне. Потому что, например, если брать общественный проект, это «Трезвое село», да, вот мы только недавно подвели итоги, конечно, хочется, чтобы такой проект был федерального звучания. Из того, что хочется масштабировать, мы сегодня видим по закону об образовании. Вообще образование такая большая, очень комплексная тема. Мы видим, что сегодня стоит вопрос о регламентации изучения родных языков. Сегодня есть посыл, что надо изучать от президента России родные языки, беречь, и мы включаем это в Конституцию. Но вот именно регулирующих эти нормы сегодня подзаконных актов и в законе упоминан нет. Поэтому вот я вижу свою миссию в этом, чтобы все-таки родные языки Российской Федерации были вот очень четко уже под защитой закона. Если мы говорим про «Единую Россию», то каковы ее слабые и сильные стороны, на ваш взгляд? Что вы видите изнутри? Изнутри, честно говоря, я, когда вступала в «Единую Россию», у меня был очень большой опыт общественной работы в Общероссийском народном фронте и, конечно, работая в ОНФ и сопредседателем здесь, в Республике Башкортостан, членом Центрального штаба. Конечно, я смотрела на «Единую Россию» тоже как на партнера общественных организаций, но изнутри работу не знала. И, конечно, когда я вступила уже в партию, для меня это был такой период, наверное, когда я анализировала, для чего я вступаю. И впервые, когда я помню, что я познакомилась с партийцами, с коллегами, у меня сложилось ощущение, что это действительно люди, которые уже много чего в жизни добились, которым не надо за счет какого-то дешевого популизма доказывать, что они стоящие политики, что они делают реальные дела именно вот через какой-то пиар, потому что это люди, которые состоялись, это люди, которые берут на себя ответственность, и в том числе, я хочу сказать, за непопулярные решения, потому что иногда решение, оно не популярно, но его надо принять, иначе дальше страна двигаться не может, развиваться не может, и эту ответственность на себя кто-то должен взять. Поэтому, конечно, в этом плане наша партия – это партия ответственных людей, людей, которые отвечают за конкретные проекты, конкретную реализацию проектов. И мне очень понравилось, когда в этом году лидер нашей страны сказал, что давайте прекратим на этапе предвыборном давать невыполнимые такие популистские обещания, потому что в 90-е годы мы помним, чем это закончилось. Так вот, у «Единой России» в этом плане вот есть посыл, есть конкретные поручения и есть его исполнение. Мы видим это и на федеральном уровне, как это четко отрабатывается. Мы видим, как это четко сегодня у нас на уровне региона. То есть любое мероприятие, где принимает участие глава региона, он секретарь нашей партии «Единой России» в Республике Башкортостан, оно завершается конкретными поручениями, а чтобы эти поручения воплотили в жизнь, дальше включается, опять же, применю этот термин, да, административные машины, да, потому что без
конкретной реализации поручения, конечно, эффекта не будет. Поэтому это ответственные люди. Это вот про сильные стороны. Про слабые стороны, наверное, мы где-то сейчас вот в режиме таком догоняющем работаем с новыми информационными технологиями, но мы очень сильно продвинулись за этот год. Наверное, мы, может быть, где-то недооценивали социальные сети, потому что действительно тот объем работы, который мы делаем, и тот пиар, прямо скажем, да, он сегодня как раз несопоставим именно потому, что делаем-то мы больше. И я даже вот по своему опыту скажу, что когда мы что-то делаем, волонтерская работа, да, которая у нас вот весь ковид, ни одна партия так не отрабатывала эту тяжелую историю, как «Единая Россия». То есть мы ездили по домам, это продукты питания, это лекарственное обеспечение, это горячие линии. То есть везде, где нужны были рабочие руки, где нужны были волонтеры, сразу подключалась «Единая Россия». Поэтому несопоставим тот объем работы, который мы делаем. Вот я даже по себе знаю, ко мне обращаются как к депутату действующему, да, если я начну каждый день писать, кому я ежедневно помогаю, и размещать об этом посты, то, наверное, я буду заниматься этим с утра до вечера. И так, Катя, поверь, вот каждый депутат. Потому что в период пандемии у меня коллеги, мы даже выходили на коллег регионального парламента, просили: озвучьте, ну, для такой рабочей, да, информации, какой объем средств вы личных, у нас руководители предприятий, депутаты, как ваше предприятие помогало? Они говорят: мы помогаем, но это вот наша как бы зона ответственности, озвучим для парламента, но вот просьба дальше не публичить. И мы видим, что это огромные объемы помощи и поддержки. И поэтому сейчас мы вот эту обратную связь через социальные сети сейчас очень активно работаем. Я думаю, что вот здесь надо работу, естественно, усиливать. Ну и второе, наверное, направление, где нам точно надо быть, это уже молодежь. Молодежь, потому что она тоже сегодня очень активная, у нее есть какие-то проекты, и надо эти проекты подхватывать и вместе их реализовывать. Эльвира Ринатовна, если мы говорим о том, что сейчас осенью будет новый политический цикл, новый коллектив от Башкортостана, который будет защищать интересы республики, задача максимум на конец тех полномочий, истечения полномочий, да, вот через несколько лет, какую вы видите? Все-таки у нас, как любит говорить глава региона, да, Радик Ильич Хабиров, он всегда говорит: счет на табло, да, поэтому мы сейчас видим, что коллегам, которые сегодня работают в федеральном парламенте, очень четкий критерий – это объем привлеченных федеральных средств. Один из критериев, но он очень важный. Также это, конечно, имиджевая составляющая, то есть как тот или иной представитель от региона позиционирует свой субъект, как он его имиджево поддерживает. То есть тут и репутация региона, и плюс финансовая составляющая. Ну и, конечно, законотворческая деятельность, потому что я считаю, что вот я себя считаю человеком земли, да, потому что я знаю, как живут люди в деревне, я общаюсь с бабушками, с моими там дедушками в деревнях, я знаю, чем живут рабочие, у меня у самой папа токарь был, да, поэтому я абсолютно земной и понимаю вот эту обратную связь, и поэтому хотелось бы, конечно, чтобы мы принимали такие законы, такие государственные программы, которые бы вот откликались и на этот запрос общественно отвечали. Поэтому вот чем больше будет таких инициатив, чем больше будет объем привлеченных средств, тем вот эффективнее будет команда Хабирова. Последние два вопроса. Почему «Единая Россия», почему вы, Эльвира Айткулова? Почему «Единая Россия»? Потому что это партия реальных дел. У нас есть одноименный проект, и я как координатор федерального проекта «Культура малой Родины», я знаю, что сегодня люди верят не золотым горам, не обещаниям, а вот реализованным проектам. Вот он, Башкирский дворик у нас стоит, да, вот у нас комфортная городская среда, вот реальные дела, вот у нас отремонтированные клубы, вот люди, которым мы помогли, вот те, кто нам говорят спасибо. Поэтому, конечно, партия реальных дел, а не пустых обещаний. Почему именно я? Потому что я считаю, что у меня есть опыт и работы на федеральном уровне в качестве члена Центрального штаба Общероссийского народного фронта, есть опыт законотворческой деятельности, есть много проектов и законодательных, и общественных инициатив, которые необходимо уже на федеральном уровне внедрять. И я думаю, что у нас это получится. Желаем вам удачи. Спасибо. Спасибо большое. Гостем программы «Интервью» была Эльвира Айткулова, вице-спикер Государственного собрания Башкортостана и участник праймерис партии «Единая Россия».